Хорошее качество изображения, высокая производительность и рабочие процессы для быстрой и надежной диагностики. Еще год назад такое обслуживание маленьких пациентов, говорит Тамара Зазоева, было только мечтой. Благодаря реализации национального проекта здравоохранения это стало реальным. Современная ультразвуковая система радует расширенной функциональностью, простотой использования и самыми точными результатами обследования. Благодаря этому аппарату у меня увеличилось количество исследований, можно сказать, потому что из-за улучшенной визуализации я могу дополнительные исследования легче смотреть, с кнопками легче разобраться, все более доступнее, понятнее, легче все. 132 кабинета, оснащенные самым современным оборудованием в 8 отделениях. Особая гордость медучреждения – сурдологический кабинет для проверки и лечения слуха детей с первых дней жизни. До открытия поликлиники такую медицинскую услугу оказывали только в частных клиниках. Передовыми возможностями могут похвастаться и рентгенологи. В рамках реализации нацпроекта сюда также завезли новое оборудование. Старый аппарат, он очень такой... У нас зависал, все время проблемы бывали с пленками, проявлять надо бывало, приходилось нам. А сейчас у нас новый аппарат, полгода как он у нас появился, очень удобный, и снимки красивые, и мы довольны, и пациенты наши очень довольны. С новым аппаратом улучшилось качество оказания медицинских услуг и травматологов, и ортопедов. Цифровой рентген в точности до миллиметра показывает самые маленькие трещины. Это дает уверенность, что они узнают точный диагноз пациента. Кроме этого, лечащий врач может присутствовать во время исследования и там же на месте определить степень сложности травмы, не дожидаясь результатов рентгена. Врачи очень довольны. Они говорят, что не стыдно отправлять эти снимки в любую точку страны. То есть теперь уже человеческий фактор не играет, какие-то факторы, снимки качественные, и они хорошо читаются. Они могут непосредственно на компьютере посмотреть этот снимок, если надо где-то увеличить. То есть все эти моменты учтены в этом оборудовании. Намечаются у нас помимо этого оснащение офтальмологического отделения. То есть мы хотим сделать так, чтобы нашим больным не приходилось выезжать для обследования по глазным болезням. За смену здесь принимают свыше 300 больных. Это стало доступным благодаря пилотному проекту «Бережливая поликлиника». Архивом теперь занимается один человек. А регистратор теперь скорее консультант, который поможет распечатать талончик и подскажет, где находится кабинет врача. Действует электронная очередь, где могут записаться на прием. Так что пациенты могут прийти точно ко времени записи, не выясняя, кто за кем стоит. Карты электронные, они уже меньше теряются. Да? Они могут в компьютере посмотреть, когда он был, что у него было. Все за это время, как начала работать наша электронная база, могут спокойно посмотреть, какие проблемы были у этого пациента, если он пришел без карты. И в этом плане легче. Могут врача вызвать на дом, тоже спокойно, без всяких проблем. Это у нас в любое время выезжает врач. Мы даже не говорим с утра, с обеда. Мы стараемся в тот момент, когда больному это нужно, учитывая, что это ребенок, стараемся его в это время посмотреть. Система позволяет максимально сократить время ожидания и бесполезных переходов с этажа на этаж. Для тех, кому ждать все же приходится, здесь есть игровая комната и электронное табло с информацией, что где находится и какой врач принимает в те или иные дни. Комфортные условия создаются и для медиков, и для пациентов. Более оснащенная, конечно, стала и больница, и аппараты более усовершенствованные, как я вижу. Ну, радует, конечно, радует. Абсолютно без разницы, что ты здесь проходишь такое же лечение, такое же обследование, что ты в платных клиниках это делаешь за свои деньги. Лучше, я считаю, что, естественно, в государственных учреждениях это делать. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, это одно из основных направлений нацпроекта здравоохранения. С новыми технологиями оно успешно реализуется в нашей республике. Жарадат Хулхоева, Магомед Даскиев, Новости 24.